Читаем газету «Канаш» от 24 января 2018 года под номером 4. Статья «В моногороде Канаше идет стройка». 18 января состоялся пресс-тур республиканских СМИ по объектам моногорода Канаша. В качестве гида выступил министр промышленности и экономического развития Чувашской республики Владимир Аврелькин. Делегацию сопровождал глава администрации города Канаша Виталий Михайлов. Цель пресс-тура, как высказались представители власти, показать, что на объектах инфраструктуры моногорода Канаша действительно ведутся строительные работы. Первым пунктом посещения стал объект капитального строительства автомобильной дороги по улице машиностроителей автодорога Аниш. Подрядчик Воддорстрой. Эта дорога объездная. Ее строительство предполагает разгрузку центральных улиц города от потока большегрузных машин, которые будут подъезжать к индустриальному парку с федеральной трассы. Строительство началось прошлым летом. На сегодняшний день выполнена работа по расчистке площадей от кустарников, рекультивации земель, устройство земляного полотна, песчаного и щебеночного основания, нижнего и верхнего слоя покрытия асфальтобетона, устройству искусственных сооружений. Объект должны были сдать в 2017 году. Однако сроки сдачи сдвинулись из-за трудностей, которые возникли на пересечении дороги с рекой Аниш. Понадобилась корректировка проекта. Сейчас эта корректировка в природоохранном ведомстве согласовывается. Глава администрации Канаша держит вопрос на контроле. Как только в начале февраля мы согласование получим, подрядчик приступит к исполнению проектных решений, прокомментировал Владимир Аврелькин. Далее журналисты побывали на месте строительства биологических очистных сооружений. Ко времени прибытия делегации здесь полным ходом работала техника, люди. Сейчас на объекте идет строительство 3 накопителей осадков насосных сооружений. Все основные строительные работы будут завершены в мае-июне. Технология проекта отрабатывается с биологическими очистными сооружениями города Новочебоксарска. Специалисты-технологи оказывают консультационную поддержку, постоянно приезжают сюда и берут анализы сточных вод. Таких сложностей, как по дороге, мы здесь не испытываем, заявил Владимир Аврелькин на объекте. Авак Ханиданян, руководитель компании-подрядчика «Стройсфера», подтвердил, что строительство идет по графику. Пресс-тур завершился на территории индустриального парка. Здесь строятся сети водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, локальные канализационные очистные сооружения, а также электроподстанция. У города была необходимость в дополнительном электричестве, так как существует ряд строящихся проектов, которые энергетика себя не обеспечивают. Основная возникающая проблема – высокие грунтовые воды, поэтому работы ведутся в зимнее время, пока талые воды не могут выйти на поверхность. По срокам проект должен быть сдан в 4-м квартале текущего года. Но поскольку работы идут активно, возможно сдача объекта в 3-м квартале, рассказал Владимир Аврелькин. Министр, отвечая на вопросы журналистов, разъяснил, что недостающая часть денег, необходимая на оплату строителям, которую проект развития моногорода потерял после ухода одного из инвесторов, будет запрашиваться из республиканского бюджета. Далее в администрации города состоялось совещание, на котором обсуждали проделанную работу по проекту «Комплексное развитие моногородов» и сформировали дорожную карту по дальнейшим действиям. Статью подготовила Людмила Шурекова. Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.